Хулубзеква, добрый вечер. Сегодня на ГТРК стартует новый телевизионный проект. Это будут беседы в прямом эфире на актуальные темы. Каждый вторник мы намерены приглашать на откровенный разговор представителей политических партий. По данным Министерства юстиции Абхазии, таковых 9. Наш главный принцип – обеспечить всех равными возможностями. Никаких преференций. Есть позиция, значит, она обязательно прозвучит. Этим вечером в нашей студии собралась первая девятка участников Айзера, или собрания. Именно так мы назвали нашу передачу. Поговорим о предстоящих в марте следующего года парламентских выборах. В абхазском обществе активно обсуждается недавно принятый закон о приватизации, участившиеся дорожно-транспортные происшествия, проект соглашения между МВД России и Абхазии о создании информационно-координационного центра, ситуация в столичном роддоме. Мы обязательно обсудим эти и другие. Но сегодня хотим поговорить о нашем избирательном законодательстве. Тем более, буквально вчера президент Хаджимба внес на рассмотрение в парламент пакет изменений в действующий закон. Что думают об этих нововведениях наши партийные лидеры? Сейчас узнаем. Итак, в эфире Айзера. Я вас приветствую. Спасибо, что приняли приглашение принять участие в нашем телепроекте. Но прежде чем приступить к обсуждению озвученной темы сегодняшнего разговора, небольшой блиц. Я предлагаю ответить каждому из вас на вопрос о том, насколько важны такие прямые эфиры. Ведь сегодня очень много говорят о том, что отсутствует диалог между властью и оппозицией, в том числе между партиями. И мы решили перейти от слов к конкретным делам и организовали такую дискуссионную площадку, как передача Айзера. При этом главным побудительным мотивом было, что абхазские политики должны говорить о проблемах, существующих в государстве, что называется, открыто. Потому что в последнее время на политическом поле появилось много новых организаций, и зачастую обществу неизвестна их точка зрения по актуальным вопросам. Второй мотив, то, что, как мне кажется, честнее полемизировать, сидя в студии, глядя друг другу в глаза, нежели делать это за спинами. Нам всем нужно подумать о том, как выработать культуру межпартийного общения. Итак, хотел бы начать нашу беседу с представителя самой старейшей абхазской партии, народной. Якуб Васильевич, вам слово. И самый опытный. И самый опытный. Это так. Я хотел бы, прежде чем вы начнете отвечать на поставленный мной вопрос, представить всех остальных наших сегодняшних собеседников. Итак, Тенгиз Джопуа, политическая партия Айнар. Якуб Васильевич, мы вас пропускаем. Тея Аржба, политическая партия ЭРА, партия экономического развития. Беслан Камке, партия Народный фронт за справедливость и развитие. Лев Нурвеевич Шамба, председатель политической партии, коммунистической партии Абхазии. Представитель партии Апсына Гиви Габня. Добрый вечер. Сергей Миронович Шамба, председатель партии Единая Абхазия. Вячеслав Кокоскир, член политсовета политической партии Амцахара. Тимур Лёсикович Гуля представляет форум Народного единства. Добрый вечер, дорогие друзья. Передаем слово Якубу Васильевичу. Ну что, дорогой Леон, ответ на вопрос, он на поверхности лежит. Односторонняя игра. Вот наши товарищи, коллеги, скажем так, правильно будет, из оппозиции, они буквально купаются в прямом эфире, а также Народная партия. Ну, может, некоторые другие, но в основном, значит, другие как бы, они светятся. Как бы вне игры, понимаете? То есть дисбаланс такой страшный. Ну, мы предлагаем, кстати, этот вакуум восполнить, да. Вот, и поэтому, конечно, мы за, и мы приветствуем, мы благодарим. Я не знаю, вы инициатор этого проекта, или Куравского Валерий, или по-подсказке сверху, такое тоже, наверное, исключение. Я точно не знаю, вы об этом не говорите. Если вы себе хотите присвоить такую инициативу, я тогда вас буду благодарить. Если кто-то там за вашей спиной или где-то что-то, мы высветится это, мы будем очень им благодарны. Спасибо, такое делается впервые. Переходим к Гиви Габне. Он представляет самую молодую абхазскую партию, партию Апсны. Гиви, мне кажется, вот эта параллель была бы кстати. Пожалуйста, вам слово. Я скажу так. Во-первых, всех поздравляю с началом сезона политического. Ну, я имею в виду политического, открытого, эфирного политического сезона. Всех поздравляю с этим. Повод есть, хороший повод. И вообще, вот, посмотрел я на все, ну скажем, представители партии, и название Айзера собрания очень удачное. Если бы
в будущем у нас наш парламент или же народное собрание, или же Айзера по-абхазски, и будет как раз состоять из партийных фракций, к чему все-таки нужно идти, я думаю, это был бы огромный плюс. И в том, что сегодня вы такую передачу открываете, и первая дорожка пошла к этому, наверное, придет к тому, что все равно мы и политически будем все взрослеть, и, наверное, в парламент будем приходить уже конкретно профессиональными политиками в этом. Считаю, что очень правильная идея, и с точки зрения того, что это будет проводиться еженедельно, и для всех партий будет равный доступ к эфиру. Кстати, я хочу напомнить нашим телезрителям, что передача Айзера будет выходить каждый вторник, ориентировочно в 21:00, так что будьте всегда с нами. Сергей Миронович, вам слово. Но мы, несомненно, считаем важным такой диалог на всех площадках различных, и поэтому приняли предложение президента, когда нам предложили войти в политический совет партии при президенте, надеялись на то, что там будут дискуссии соответствующие. Более того, мы со своей стороны сейчас тоже открываем, взяли уже офис в Гудол Плаза, приглашаем вас всех туда, тоже такую дискуссионную площадку открываем. Мы считаем, чем больше будет таких каналов связи, тем мы сможем быстрее договориться. Все наши проблемы, связанные вот с конфронтацией, которая все-таки ощущается в обществе, они связаны с тем, что мы не начали разговаривать друг с другом. Мы в самые тяжелые времена с врагами разговаривали, и долгие годы вели переговоры, и находили по каким-то вопросам общий язык. Ну, неужели мы между собой не можем договориться? Мне кажется, очень ключевые слова прозвучали в выступлении Сергея Мироновича. Беслан, если можно добавить. Да, я, конечно, приветствую это начало, здорово, это нужно. Да, демократия как раз-таки предполагает эти площадки всевозможные, где рационализируется политосфера, так принято говорить, научным языком скажу. Вот единственное, надо сказать, что действительно политическая сфера это стихия, вот, где иррациональные моменты, они присутствуют не просто, они превалируют. И вот эти площадки призваны рационализировать эту энергию, политосферу, которая вот такая. Я думаю, что здесь есть обязательно и будут положительные моменты. Спасибо. На абхазском политическом поле есть партии долгожители, но вот есть и партии вновь прибывшие, что называется. Вот эту тройку вновь прибывших хотел бы замкнуть партия Айнар. Тенгиз, вам слово. Спасибо, на самом деле очень замечательная идея. Честно говоря, несколько поздновато, но лучше поздно, говоря, чем никогда. Эту площадку нужно было создать года 2, 3, 4 тому назад. Возможно, многие проблемы, которые сегодня существуют в обществе, их бы не было. Диалог на самом деле очень важен. И доступ на телевидение тоже очень важен. Политические партии очень часто болезненно воспринимают возможность доступа на телевидение. Наличие этой площадки позволит обсуждать проблемы. Благодаря этому, возможно, эти проблемы уйдут с площадей. И если этот проект продолжится, будет очень замечательно. Но при этом каждый из вас признает, что сегодня существует определенный дефицит в подобного рода. Безусловно, да. Дефицит есть. Я думаю, что эта передача восполнит этот дефицит, если она тем более будет проходить каждую неделю и будут действительно обсуждаться актуальные проблемы, которые существуют в обществе. Я думаю, что эта передача заинтересует и все наше население. Лев Матвеевич, пожалуйста. Я считаю, что это прекрасная площадка, где могут любые партии высказать свое мнение. И в прямом эфире и народ выслушает, какая партия, как думает, куда ведет. Я считаю, что это прекрасно. Артем Сахара. Я тоже надеюсь, что это даст дополнительный хороший импульс для того, чтобы все партии могли высказаться по злободневным темам нашей жизни в прямом эфире. Всегда лучше говорить, чем выплескивать это все на улицу. Я просто не понял, Якуб Васильевич, показывая на меня, сказал, что мы купаемся в эфире. Правда, он не уточнил, но главное, зрители же услышали. Вот я пропустил, а то, оказывается, там оппозиция в эфире купается. Мы не купаемся в эфире, Якуб Васильевич. Месяц раз минимум, Нет, по часу, полтора. А народ годами не может прорваться в эфир. Так же ли он? Якуб Васильевич, 5 лет один раз. Каждую неделю ваш представитель будет в нашей студии находиться. Неправильные данные. Понимаете? Тимур Левсикович. Да, безусловно, такие встречи очень важны в прямом эфире, где представители различных политических партий встречаются, обсуждают в прямом эфире актуальные вопросы. И наши граждане
будут иметь возможность видеть и слышать каждого представителя политических или общественных организаций, где высказывают свое мнение, свою точку зрения. Ну, и еще хочу сказать, что прежде чем принимать какое-либо решение или же закон соответствующий, я всегда за то, чтобы это обсуждалось в нашем обществе. И такие встречи, я считаю, такие площадки как раз то, что необходимо. Среди наших основных спикеров присутствует единственная дама, и мы хотели бы завершить вот эту первую часть нашей передачи именно со слов, которые скажет представитель партии экономического развития. Ну, несомненно, этот формат для представителей политических партий очень интересен. Наконец-то мы можем говорить друг с другом, мы немножко забыли, как говорить с друг другом. Нас могут слышать, прислушиваться к нашему мнению. Я уверена, что здесь будут и полезные какие-то советы. Но это здорово, все на самом деле, и все-таки какая-то изоляция снимется, а то это все чувствовалось. Теперь я уверена, что немножко все поменяется. Уважаемые коллеги, хочу вас проинформировать, вас и наших уважаемых телезрителей, что наша передача будет состоять из нескольких блоков. Первая приветственная часть, мы будем считать, что она уже завершилась. Сейчас переходим к основной теме, которая была заявлена. Это, конечно же, предлагаемые изменения, выборное законодательство. Но прежде я хотел бы сообщить нашим телезрителям, что предполагается в рамках нашей передачи своеобразный интерактив. В нашей студии находятся в том числе представители общественных организаций, мои молодые коллеги-журналисты. Обязательно им предоставим слово под занавес нашего прямого эфира. Итак, переходим к основной теме, которая была озвучена. Сергей Миронович, предлагаем вам начать. Как вы считаете, нужно или нет, ознакомлены вы с предложениями президента, в чем рациональный смысл видите? Я считаю, что это определенный шаг вперед в развитии нашей системы выборной. Хотя я со своей стороны уже многие годы предлагал другую систему, перейти к такой системе, которая дала бы нам настоящий независимый парламент. Потому что, имея независимый парламент, только так мы можем контролировать исполнительную власть. Я говорил об этом еще при президенте Багапш, говорил с Анквабом, говорил с Нугзаром Ашуба, когда он был спикером парламента, говорил с Раулем Хаджимба. Все эту идею поддерживали. И в последнее время даже были сделаны определенные шаги, внесен был законопроект, который прошел в первом чтении. Я говорю о выборах по партийным спискам. Исключительно по партийным спискам? Я говорил вообще изначально исключительно по партийным спискам. Почему? Потому что, во-первых, это придало бы определенную роль партии. Вся наша вот эта еще не сформировавшаяся политическая система в стране связана с тем, что у нас еще не сложилась вот такой политический ландшафт, когда политические партии имели бы значение в обществе. Что мы сегодня видим, например? Мы видим, что многие люди хотят заниматься политикой, идут в депутаты, но не хотят быть связаны с партиями. Понимаете, когда эти люди, одиночки, за которыми не стоит политическая сила, приходят в парламент, конечно, исполнительной власти всегда легче с ними договариваться. А если туда придут партии, во-первых, они будут принимать коллективное решение, которое им делегировала их партия. Это раз. Потом мы сможем определить, какие же у нас реальные политические силы есть в стране. Те, которые пройдут в парламент. Сергей Миронович, извините, предлагается не только перейти к пропорциональной системе, но также перейти к новой системе формирования правительства. Партия, одержавшая победу... Это все взаимосвязано. Хотя бы на первом этапе можно было бы сделать этот шаг. К сожалению, как я сказал, вот парламент поступил, прошел в первом чтении, и несмотря на то, что были нарушены весь регламент, во втором чтении его не рассматривали. И теперь уже получается, что мы не успеем принять нынешний парламент не успеет принять. Кстати, я думаю, что есть смысл небольшую хронологию
представить, в том числе нашим телезрителям. Конституционная комиссия, которая работала при президенте Хаджиба, предложила увеличить количественный состав депутатского корпуса с 35 до 45. Данная инициатива не нашла поддержки в парламенте, вот, и была как бы отвергнута, что называется. Депутаты сами проявили законодательную инициативу и предложили новый вариант избирательной системы, в соответствии с которым депутатский корпус увеличивался на 20 человек с 35 до 55. Ну, данный законопроект был принят в первом чтении. Я продолжу. Да. В первом чтении был принят, но это не значит, что это количество должно остаться неизменным. Я сам против такого большого количества. Когда я говорил, что нужно исключительно по пропорциональному списку, я как раз имел в виду, что если делать по смешанной системе, то придется увеличивать. Ну, ничего страшного в том, чтобы на какое-то количество увеличить количество депутатов, я не вижу тоже. Но сегодня одна из ветвей власти, парламентская, она имеет бюджет гораздо меньше. Сейчас даже не хочу говорить о каких структурах. Это не такой большой бюджет. Сергей Иванович, спасибо. Дело не в средствах. Позиция единая. Еще раз говорю, да. Мы бы определили, какие у нас есть реальные политические силы. У нас сегодня плодятся партии, в которых совершенно однодневки, во-первых, и людей нет реальных. А здесь как раз бы определились те серьезные политические силы, пусть было бы их 3, 4 или 2, я не знаю, но по крайней мере это была реальная политическая сила. За их спиной стояли бы партии, стояла бы их пресса, и они принципиально отстаивали бы позицию, и тогда, вот только тогда может быть реальный контроль над исполнительной властью. Вся критика, которая сегодня есть, о коррупции, о там разных... А как ее искоренить, если нет над ним контроля? Позиция ясна. Тенгиз, что вы думаете насчет перехода к пропорциональной системе в целом и вообще к смешанной, которая предлагалась и активно обсуждается в абхазском обществе, мажоритарно партийной? Ну, я думаю, что, возможно, смешанная система и подошла бы к Абхазии, но в данный момент наша система, ни законодательная власть, ни исполнительная, не готова для того, чтобы принять такой законопроект. А в чем выражается эта неготовность? Неготовность и слабость самой законодательной власти, и слабость исполнительной власти, отсутствие достаточно эффективного взаимодействия вообще между ветвями власти. У нас такой очень глубокий кризис органов государственной власти, который необходимо вначале преодолеть. У нас очень сложно структурированные проблемы в обществе, решение которых потребует сильной исполнительной власти на первом этапе. И поэтому предлагается усилить роль партии, чтобы парламент был более профессиональным, как вы считаете? По парламенту, но в этом случае часть полномочий исполнительной власти уйдет парламенту. Существуют проблемы, которые потребуют волевого подхода, очень сложные проблемы. Что касается вопросов вообще партийного строительства, я здесь согласен, что у нас очень слабые, партогенеза вообще в Абхазии никакого нету, у нас партии в большинстве, жаль об этом говорить, они представляют собой такой рудиментарный орган, и такого активного вмешательства в общественно-политические процессы оказывать не могут. И это на самом деле действительно проблема. У нас нет условий для развития партий, их практически нет. И действительно, Сергей Миронович правильно сказал, многие люди не хотят вступать в партии, они готовы поддерживать, готовы прийти, встать рядом, но быть членами партии люди отказываются. Возможно, на мой взгляд, мне кажется, может быть, нужно законодательство ужесточить, провести какое-то санирование партийной системы, создать жесткие условия для естественного отбора, чтобы партии постоянно конкурировали между собой, боролись за избирателей, чтобы постоянная активность была в электоральном поле. Кстати, российский опыт, чтобы зарегистрировать в Российской Федерации политическую партию, нужно иметь 500 членов, я так понимаю, в Абхазии это вдвое больше, 1000. Я думаю, что количество членов можно и поднять. Но, понимаете, если вы такие условия, такие ограничения делаете для партийной системы, для партии, тогда целесообразно рассмотреть вопросы финансирования государства этих партий. Если за партией стоит несколько тысяч человек, и важно, чтобы государство поддерживало их существование. Кстати, финансировать может, я об этом тоже как раз говорю. Если они, если они пройдут в парламент, доказать, что у тебя есть поддержка электоральная. Кстати, даже сегодня существуют меры государственной поддержки политических партий, за каждый голос полученный. Яков Васильевич, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, много что наработано нами, и мысли, и все, но таких... Все-таки смешанное или действующее мажоритарное? Вы понимаете,
период, в эпоху сталинизма, вы же помните, как поэты писали, Я классики, не помню, все. да, Значит, многое партия можете, без партии нет жизни на земле. Конечно, это перебор явный, но, ну, Дмитрий Иосифович, ну что, я не хотел нажать, зачем? Все, мы все будем говорить. Ну, я, конечно, так не считаю, и многие так не считают, это не соответствует действительно, но, конечно, там, где нет партийного строительства, больше будет проблем нерешаемых, нерешенных, тупиковых ситуаций, понимаете. Ведь вот президент, вы говорите, то сделал президент впервые, то сделал, многие говорят, он многие вещи сделал впервые. Значит, вы знаете, и коррупция, и мафия, наркомафия, это впервые. Или даже тот же мусора, или как по переработке мусорозавод в Гаграх, ну, практически. Вы понимаете, впервые это все делается. Ну, кстати, судя по всему, изменить избирательную систему к марту следующего года мы физически не успеем. Мы, и скорее вот вы всего, правильно сделали, в парламент правильно вы сделали, что вы хронологию, дисбаланс я опять будет, даже договорить должен, дисбаланс. Правильно вы сделали, что вы хронологию сказали, что нужна хронология. В парламенте все же упирается, некоторые думают, в президента, но на самом деле это не так. Вот мы уже говорим, что не успеет парламент. Когда нужно, парламент в течение 2 часов принимает закон. Но одна новелла. Президент в предложенных поправках предлагает партии выдвигать своих кандидатов в каждом из 35 округов. А почему нет? Если партия может, дай бог ей здоровья. Лев Урбевич. Знаете, я говорю наше мнение. Я считаю, что это мое мнение, что нужно партийную систему ввести в выбор. По партийной системе. Во-первых, но при этом не увеличивая количество депутатов. Абсолютно не увеличивая количество для нашего населения, где 200-220 тысяч населения, я думаю, что 35 депутатов это достаточно. Это мое мнение. Первое. Второе. Партийную систему. Мы говорим партии слабые, партийная система и укрепить партии, и люди заинтересованы будут. Если кто-то мне скажет, что человек хочет стать депутатом, хочет заниматься политикой и не хочет ни в какой партии состоять, так не иди в политику. Занимайся бизнесом, занимайся другими делами. Это мое мнение такое. Потому что тогда партии встанут на ноги, государство будет финансировать те партии, которые определенный рубеж, который будет установлен, пройдут. И тогда партии поднимутся. Тогда у нас выборы будут совсем другие. Мы не будем фамильные, там, клановые. Все это отпадет тогда. Если еще туда включить, что партия имеет право отозвать своего депутата. Все. Сейчас я много не хочу времени. То есть императивный мандат вести? Нет, партия, чтобы партия. То есть не избиратель, а партия. Да, если он по линии партии не поддерживает. И мы, партийная система у нас в Абхазии образовалась бы нормально. Сейчас Вячеслав, вам слово, пожалуйста. Потом Левон, знаете, я не выбрал в свое время, не выбрал. Яков Васильевич, Вы понимаете, речь идет о чем? О том, что все превращать в арифметику. Разве можно на этом экономить? 35 депутатов, а не 45, не 55, тем более. У нас один депутат в 3 комитетах. В двух. Нет. По действующему регламенту каждый депутат имеет право. Ну было в 3, потому что нет депутатов, слушайте. Это же как можно, значит, спасибо. Я считаю, что там и комитетов тоже мало чем нужно, но я вот о чем. Количество, честно говоря, не боюсь. Там будет 45 или 55, потому что здесь Сергей Миронович говорил, у нас отдельная ветвь власти настолько скудно финансируется, боятся, тогда можно другие урезы сюда перекинуть. Это отдельная ветвь власти, которые должны штамповать законы, по которым мы все должны жить. И исполнительная власть, и все остальные. И контролировать исполнительную. Да, и контролировать. У нас вот обычно, когда говорят, нужно у исполнительной власти отобрать какие-то полномочия, передать, я не совсем понимаю. Другое дело, что контролирующие согласительные функции парламента надо увеличить. Это да. Иначе у нас не то, что законодательство по поводу парламента, у нас всю Конституцию придется менять, если такие нововведения в России, и тогда у нас не будет президентская республика. А я считаю, что на данном этапе, пока мы пока не определились со своим окончательным судьбой окончательно, да, мы пока еще полупризнаны. До этого у нас должна быть сильная президентская власть. Но при том, чтобы парламент мог жестко контролировать действия и президента, и всей исполнительной власти.
Я еще раз говорю. Но при этом есть такой контрольный орган, как контрольная палата у парламента, нет, которая формируется народным собранием. Это не только эти рубли считают, это чтобы и исполнение этих законов всеми парламент наделит полномочиями. Теперь, когда говорят о том, что надо по партийным спискам, чтобы увеличить роль партии, ну это для того, чтобы... Нет, ну знаете как, получается вот это парламент няня, где должны воспитываться партии, да? Это тоже не совсем верно, но если ничего не менять, под лежачий камень вода не идет, говоря, да, у нас все больше и больше отчетливо видно, что наша действующая система тоже не то что буксует, а порочно оказывается. И вот ты депутат сегодня, ну ты такой плохой стал, когда тебя избирали, люди подумали, что ты хороший, а плохой стал. Какие на тебя права у этих избирателей? То есть императивный мандат все-таки... Никто твою инициативную группу, которая тебя выдвигала, уже никто не помнит. Кто за тебя отвечает? Кто за тебя отвечает? Никто. Вот 5 лет ты будешь сидеть, ерундой заниматься, на тебя управы нету. И спроса никакого нету. А если будет по партийным спискам, там хоть партия будет отвечать, слушай, за этого... То есть вы за партийную систему формирования парламента? Нет, я вот из одной крайности в другую крайность тоже, черт его знает, на что нарвемся. Лучше смешанную пока сделать, а потом со временем, когда эти партии тоже на самом деле немножко укрепятся, устоятся, тогда можно и на партийную переходить, а почему бы и нет. Но в качестве переходной может быть та модель? Еще раз говорю, да, сейчас лучше на смешанную систему, а в будущем и на партийную, пожалуйста, полностью. Во многих, в большинстве странах это по партийным спискам. Да, буквально там, сейчас, последние выборы прошли. У России немножко судьба другая, и возможности другие. Сергей Миронович. Когда я предлагал вот эту систему... Исключительно пропорциональную. По партийным спискам, тогда еще в России даже не было. Гиви Георгиевич, давайте, Беслан, обязательно к вам перейдем, Гиви и Гавния. Ну, я бы, во-первых, всех бы хотел вернуть к тому, вообще-то первая часть вопроса была такая с точки зрения предложений президента. Сейчас, правильно же, да? И не забывайте, товарищи, что там не только предложение о том, что партия будет выдвигать, имеет право выдвигать во всех округах, но там еще и к кандидатам же требования. Ограничения соответствующие, об этом мы тоже хотели бы поговорить. Это же вопрос... Не снятая, не погашенная судимость, алкогольная, наркотическая зависимость. Я считаю, что, конечно же, предложение интересное. Это предложение сейчас, я думаю, депутаты поддержат, и нужно вводить. С точки зрения того, что, во-первых, есть возможность у партии просто, значит, выдвинуть по всем 35 округам кандидата. А то получается, это что такое, как, знаете, как, значит, наказанный ребенок. 1/3 установили. 1/3 это 11 округов, я просто хотел бы многих вернуть к тому времени, когда принималось решение по 1/3. Помните, тогда вообще партии не имели права выдвигать сами кандидатов в округа. И для партии сделали, вот пускай они хоть чуть-чуть для них какую-то шлюзу открыли. Помните? Да, мы помним эти дискуссии, как это все это проходило. Кстати, еще одна новелла. Предлагается исключить общественные организации из списка... Только группа избирателей партии. Партии, общественников нет. Но больше. я теперь хотел бы... Это с точки зрения того, что сделано уже президентом и пошло в парламент. Считаю, что нужно это принимать, нужный этот механизм, скажу. Первый шаг, может быть. Но все-таки надеюсь на то, что в будущем мы перейдем к другой системе формирования власти. Не просто избирательная система сейчас. Это уже сейчас. Нет. Это уже другое. Сейчас. Вот смотрите. Мы говорим о смешанной системе. Мы говорим о смешанной системе. Мы говорим о системе пропорциональной. Друзья, если нет впереди стратегии, для чего нам эта смешанная система, для чего пропорциональная? Общество скажет, а зачем просто так партиям давать возможность, чтобы только они выдвигали? Нет. Если мы будем говорить о формировании власти, в том числе исполнительной, в лице кабинета министров, путем, так сказать, выигравших в парламенте фракций или же объединенных, вот тогда у нас есть возможность говорить о системе избирательной. Тогда будет интересно. Это следующий шаг. Следующее, но мы сначала должны себе поставить цель. Например, мы идем к такой-то цели. Конечно же... Кстати, с этой целью все согласны? Что вы думаете? Это ради этого Беслан, и делается все это. Надо об этом же говорить. Беслан. Да, я хотел что сказать, в обсуждении, что началось, она как раз-таки, это обсуждение уже показывает, что есть партийная уже система даже, потому что есть взгляды
одни консервативные более, другие новаторские. Вот пропорциональная система, которую Сергей Миронович предлагает, позиция новаторская, инновационная, можно сказать. То есть это уже характеризует партийную линию. Да, ну ей Сергей Миронович лет 5, наверное, да? Я в хочу последнее время сказать, об этом очень много говорит. 10 минимум, друзья. Я хочу предлагаю сказать о том, Это что народная партия еще раньше вообще, всех. вот здесь Яков Васильевич, я можно договорю? автор оставьте за единое. В то же самое время прозвучала еще одна мысль. Вот у нас слабый уровень то ли культуры и партогенез, как вот было сказано, что он у нас фактически отсутствует. То есть эволюция партии, он как-то... Я думаю, что партийная система, она всегда в разных странах складывается объективно. То есть власть, она порождает оппозиционную партию, и когда они вступают в острую дискуссию, возникает третья сила, некая центристская партия. Вот я хочу сказать, не знаю, в плане нескромно, может быть, но мы вот появились, центристская партия, именно благодаря тому, что и власть, и оппозиция, в общем-то, стали жестко оппонировать. Да, и мы как-то видели эту ситуацию, что есть та ниша, которая осталась, вот, и партия, так сказать, она могла уже сформироваться объективно, можно сказать. И все партии объективно формируются. Я хочу сказать, предпосылки в социуме, формирование партии, предпосылки в социуме. Любой социум порождает либо консервативное течение, либо инновационное, либо центристская. Вот когда исчерпывается одна модель, обязательно другая наступает. Вот это чередование, она обязательно будет. Мы же сейчас сказать, что абхазское общество пока еще не готово. Нет, она к этим готова, она реформам. придет к этому. Мы же на стадии эволюции. И вот Сергей Иванович тем не как-то менее, сказал, что периодически будут у нас партии возникает... однодневки. Да, возможно, партийная система, она пока очень слаба. Как, собственно говоря, все другие системы. И судебная система слабая у нас, и любая система у нас, правоохранительная и так далее. Вот и партийная система пока слабая. Ну, есть резон в том, чтобы инициировать такие инновации, как вот создание пропорциональной системы. Но в любом случае надо вступать, как бы, плавать, да, то есть нужно вступать в воду, чтобы потом получить, что получилось. Нельзя, значит, заранее предсказать, что может Дорогу быть. Василий ты Мы лучше. не можем предсказать, какая система сложится. Нужно идти. В этом смысле я согласен с Сергеем Мироновичем. А вот что касается того, что вот поправки внесены президентом, есть там первый шаг. Да, в этом смысле предложенные есть поправки, пакет изменений. партии предлагают во всех округах кандидатуры. Более того, там усилен криминальный ценз. То есть у нас его вообще не было в законе о выборах депутата парламента. То есть усиливается Кстати, этот момент. Сергей Миронович, Тимур Левчикович не дадут. Кстати, это актуально соврать. сейчас. Наверное, всем известно, как в известном парламенте 10 депутатов оказались судимостью в прошлом. И вот и даже при том, что после снятия судимости еще вводится ценз 10-летний. За особо тяжкие преступления 15-летний ценз по российскому законодательству. И тем не менее 10 человек прошли парламент. Вы имеете в виду российский парламент? Российский парламент. Да, у нас этого нету, но у нас не было и того, что сейчас предложено. Сейчас предложено... Вячеслав, спасибо, точка зрения понятна. Тимур Левчикович. Кстати, мы эти поправки можем внести по ходу обсуждения закона. Конечно. Это правильная мысль. Вы что погасил? Тимур, пожалуйста. Ну, конечно, я поддерживаю смешанный вариант кандидатов в парламент и вообще вот эта редакция, которая предложена президентом, я посмотрел внимательно и пришел к выводу, что есть, конечно, большие изменения и они очень важны. Но при этом я, как депутат парламента, тоже хотел бы высказать свое мнение. И к тому, что вы говорили о цензе, да, вот там ценз снят по наркоманам, по преступникам. Да, предлагаются новые ограничения для кандидатов. Ну, неплохо было бы, на мой взгляд, внести еще дополнение по цензу. Ну, во-первых, возрастной. И, конечно же... То есть нынешние 25 лет, вы считаете, это... Я считаю, что маловато, да, человек, закончивший вуз с отличием, и на следующий день в парламент, я с этим не соглашусь. Во-первых, парламент — это серьезный институт, серьезный политический инструмент,
депутат парламента, как известно, это политическая фигура. И поэтому, если президент может баллотироваться 35 лет, да, то есть кандидат в президента, я считаю, что 30 лет самый подходящий возраст, и помимо образования еще какой-то опыт жизни должен быть, то есть немножко разбавить с мудростью. Я думаю, что тем более, если человек вырос еще при этом в партии, уже готовы. Кстати, в рамках подготовки к апрельским выборам в местные органы власти парламент принял изменения в соответствующий закон о выборах в местные органы власти, и в том числе увеличил возрастной ценз и некоторые ограничения, в частности, с самое криминальным прошлым. Самое главное, как известно, у нас уже, ну, по крайней мере, вступил в законную силу закон о государственном языке. И человек, который баллотируется, да, гражданин, который баллотируется, гражданин государства, да, который баллотируется в парламент, и гражданином, который является той страны, да, он не зная абхазского языка, я считаю, что это как минимум неправильно. Я просто опираюсь на закон. Да? То есть, если депутат парламента не исполняет закон, не исполняет закон, то это уже как бы, вот. И далее. Там не написано, к сожалению, о высшем образовании. То есть человек должен иметь высшее образование. Желательно туда это вписать. Ну, пожалуй, все. А так, кстати, конечно же... у меня тоже есть одно предложение. Очень прекрасное предложение. Человек, который окончил вуз, сразу пойдет. Человек должен где-то поработать. В партии может вырасти, получить партии, вообще ознакомиться. Законы принимаются, а человек не в курсе, он вуз только закончил. Жизнь не повидал. Сергей Миронович, Вячеслав и Тенгиз, я хотел бы в этой последовательности, потом перейдем, Беслан, к вам. Пожалуйста. Я все-таки считаю, что нужно было делать более решительные шаги. Ну, у нас сегодня в парламенте не представлены, вообще русских нету. Другие национальности. Нужно было определить какие-то все-таки квоты. Эта система работала еще со времен Ардзенба, вы помните. Было джентльменское соглашение, были определенные места, определены за армянским. Сергей Миронович, это законодательно оформить эти квоты или негласное такое соглашение? Тогда это было джентльменское соглашение, потом со временем оно начало нарушаться, а сейчас вообще не соблюдается никак. Какую-то форму найти для того, чтобы закрепить квоты за определенными, во всяком этническими случае, группами, государствообразующими этносами Абхазии. Вячеслав, если пожалуйста. Это даже на уровне закона, что тут такого? Вообще я спрашиваю. Нет, но законом сейчас не знаю. Надо формулировать. Это было бы нормально. Уважаемые участники, слово где передал. компактно проживают армяне, допустим, за ними зарезервировать эти места, а в Сухуме, ну, их бы как бы большинство в Сухуме, и за ними зарезервируют. Ну, все равно нету места, где... Ну, согласен, но можно округ один оставить за ним. Ну, не знаю, это тоже можно договориться при желании. Как раньше было джентльменское соглашение, если тогда работало. Теперь, по поводу поправок, вот здесь уже говорилось... Яков Васильевич, минуточку. По поводу ужесточения требований к будущим депутатам, я считаю, что здесь еще все равно слабо, потому что, вот здесь уже кто-то говорил, погашенная... Это мы учтем, кстати говоря. Погашенная судимость. Вы меня извините, человек убийца, отсидел, погасил, и он что, будет сидеть и нас уму-разуму учить, или там для нас законы 50? Не надо. Человек пусть знает, когда на преступление идет, что ему эти дороги закрыты, слушай. Пусть учат и родители хорошо воспитывают своего сына, и потом он самостоятельно пусть ведет нормальный образ жизни, чтобы этот благословил, осчастливили от нас этот. Теперь я здесь по поводу предложения, в соответствии с предлагаемым изменением кандидатов в депутаты может быть отменена регистрация в Верховном суде по заявлению Центральной избирательной комиссии. И перечисляются по каким этим... Кстати, усиливается роль Центра избиркома. Факты, там установлен факты избирательного кандидата, его
ну, где он нарушает, когда факты устанавливаются по заявлению Центральной избирательной. Кстати, я думаю, что есть смысл несколько пунктов озвучить, если да, вы позволите. вот, Установление факта подкупа избирателей кандидатом в депутаты, его доверенным лицом, а также действующими по их поручению иными лицами. Установление факта сокрытия кандидатов в депутаты сведений о неснятой и непогашенной судимости. Установление факта сокрытия кандидатов в депутаты информации о заболевании алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами и так далее. Перечень, да, можно продолжить. Перечень хороший, но дело в том, что по заявлению Центральной избирательной комиссии Верховный суд принимает решение. А если ЦИК не заявил, установлены факты, ЦИК не заявил, а как быть? Ну, я так понимаю, что ЦИК главный распорядитель выборов, и поэтому именно зачем он должен... на откуп ЦИКу отдавать? Здесь обязывающий должно быть. ЦИК обязан. А то по заявлению ЦИКа. А ЦИК не заявил, значит, человек будет депутатом, а тут факты установлены. Да, тоже учтите, чтобы это как бы обязывающее было. Спасибо большое. Тенгиз, вам слово. И перейдем к Тей, она уже долгое время молчит у нас. На самом деле необходимы какие-то фильтры, чтобы не допускать в парламент случайных людей. Эти поправки, первые поправки, они достаточно серьезные. Вот мне понравилось тоже вот с возрастными ограничениями. На самом деле, действительно, 25 лет – это слишком молодой возраст. Какой-то хотя бы опыт работы в государственных структурах у человека должен быть. Не только там в политической жизни страны или еще какой-то другой опыт. Просто жизненный опыт. Семью человек должен создать, детей своих иметь. Это очень важный момент. И очень правильно, что в нашем парламенте действительно уж так получилось, что не представлены другие общины. Эту ситуацию обязательно нужно менять. Ну, мне сложно сказать, как это можно законодательно где-то закрепить. Или перейти к такому негласному, неформальному вот этому соглашению, когда какая-то квота все-таки в парламенте существует. Потому что у нас достаточно многочисленные общины, и обязательно в парламенте кто-то должен представлять их интересы. Без этого, если мы строим на самом деле демократическое, в конце концов, если мы строим демократическое общество, можно и законодательно где-то но насколько демократична эта норма насчет квотирования для избрания? Даже в Швейцарии есть квотирование. Я думаю, что можно. А давайте вот именно сейчас перейдем к нашему интерактиву. Вот спросим молодых. Тут прозвучало, что кандидат в депутаты должен быть определенного возраста и так далее. Вот как вы отнеслись к этой идее? Рисмак, наверное, вы начнете. Да. И вот рядом с вами есть представители молодежи абхазской. Может, они несколько слов скажут? Сперва я... Да, потом по желанию, да, буквально несколько слов. Вот прозвучало мнение. Вот вы, как молодые, как к этому относитесь? Очень хорошая вещь говорилась про фильтры. Просто я вот этот закон новый еще не читал, но человек должен, я думаю, долг Родине отдать, отслужить армию, и потом иметь право баллотироваться в депутаты. Надеюсь, это там отмечено. Ну, вот до 25 лет он должен, естественно, у нас очень есть люди, у них них там плоскостопие появляется, а потом, когда надо идти в депутаты, он здоровый, крепкий парень. Ну, просто эти моменты тоже хотел, чтобы были отражены в законе. И еще, я как-то несколько раз об этом говорил, каждый, кто баллотируется, он должен не иметь долгов по коммунальным платежам. В конце концов, у нас... Кстати, тут об источниках доходов идет речь. Нет, да. Не только это, а я вот сейчас сам себя сдам, я за свет должен несколько тысяч. Я не имею права быть депутатом, морально, потому что я государству должен там, и каждый должен... Смелое заявление, Сергей Миронович. Да. Нужно будет Аслану Георгиевичу Басаре об этом сказать. Очень мало должен, но я скоро заплачу. Аслан, а вот что вы думаете, если можно? Аслан Кутеля, пожалуйста. Я очень согласен с тем, что сказано, что возрастной ценз нужно вводить, потому что сразу 25 лет уже становиться и баллотироваться даже. Депутаты это неправильно, конечно же, потому что опыт большую роль играет. И правильно было сказано, что с образованием, если будет мудрость идти, то это очень-очень хорошо будет. И думаю, что это будет рассмотрено. И также то, что было внесено, то, что человек судимый баллотироваться, тем более. Я считаю, что как молодой, вот смотрю, депутат должен быть примером для молодежи в первую очередь. Я думаю, что вы начнете с городского собрания, с выборов в городское собрание, а потом уже в парламент. Спасибо. Аляс, сейчас, минуточку, да, Аляс. Да, с точки зрения возрастного ценза абсолютно согласен с тем, что все-таки возраст нужно увеличивать, так как 25 лет – это возраст, который ввели при выборах в органы местного самоуправления. Было 18. Было 18 подняли. Как раз, мне кажется, это некие ступени такие, можно сказать, да? То есть, где ты
в местных органах самоуправления, потом ты можешь быть в депутатах парламента, то есть, а потом уже, там, если ты состоялся, то есть идти дальше в президенты, каждый может, имеет право. То есть я имею в виду, почему говорю так, что это некие ступени такие для того, чтобы человек мог развиваться далее. Революционный такой этап развития, да. Спасибо. Тея, перейдем к вам. Тея Аржва, пожалуйста. Ну, я бы хотела сказать, что мы не получим эффективной власти, если не обеспечим функционирование конкурентной политической среды. Это можно только за счет увеличения, то есть повышения роли партии в государстве. На наш взгляд, мажоритарная система немного изжила себя. Она имеет очень много минусов. Конечно, хорошо было бы перейти сначала к смешанной, потом... Полностью к пропорциональной. Да, но вот наша партия все-таки, она модель создала, 2 года мы работали над этим, над реформированием избирательной системы. Мы все-таки в приоритете у нас полная пропорциональная система. Да, это намного интереснее, это демократичнее будет выглядеть. Что касается вот ценза по судимости, там немножко я бы ужесточила тоже, потому что все-таки вот я соглашусь, что вообще недопустима судимость, потому что все-таки... И тут партия тоже сыграет хорошую роль, потому что партия должна выращивать элиту политическую. Ну полностью судимость или какие-то тяжкие особые виды преступлений? Хулиганку не будем, наверное, учитывать, но остальные тяжелые статьи... Там ребенок в детстве магнитофон украл или что-то, это всякое. Опять расслабление выдали. Я бы хотел, можно добавить? Какие-то есть... Да, Беслан, и переходим к партиям Сахара и форуму. Да, пожалуйста. Народный фронт. Да, я вот что хочу сказать. Значит, ну, из теории видно, что чем больше закон детализирует, чем больше юридизация происходит общественного такой сферы, да, тем меньше работают такие гражданские фильтры, тот же самый партийные фильтры. Если в законе все это прописать, получается, ослабевает важность, актуальность других институтов. Мы не можем закон перегружать детализацией всякой. Вот что-то мы должны оставить на суд общественности. Ну, в конце концов, если человек судимость значит, была, да, у него снята, погашена и так далее, но это все выносится на суд общественности, он должен объявить, заявить об этом, да, это будет гласно. Но неужели и партия не несет ответственность за его... Это же политическая оценка, и общество, и так далее. То есть мы что-то должны оставить и обществу, и партии. И кстати, это, наверное, касается вопросов по поводу ценза. Я хочу вот что сказать. Общественные организации могут обратиться, и по заявлению ЦИК уже может подать иск в Верховный суд. Вот, по поводу цензов, тут было сказано возрастной ценз, языковый ценз и так далее. Вот я хочу сказать о том, что ведь, ну, 25 лет, да, это ведь в законе указывается как возможность. Это не значит, что парламент будет именно с 26 лет. То есть такую возможность можно, ведь закон дает... Но тем не менее, есть какая-то тенденция к тому, что молодежь все больше и больше. По поводу, было сказано еще какого ценза, тут языкового ценза. Опять-таки, где наш общественный фильтр? Вот я должен сказать об этом. Ну неужели это надо юридизировать? Неужели это неестественно? Мы хотим переложить все на закон. А будет ли он работать? Кстати говоря, у нас мы сегодня очевидцы, как это не работает. То есть это мы не можем. Есть вещи, которые юридизации не подлежат по определению. Мы можем это сделать. Да. Вот квоты, по поводу квот. Вы знаете, это нас не поймут тоже, потому что есть всеобщий принцип всеобщего избирательного права. Мы не можем квотировать. Да, кто-то это может создавать. Но, извините, это шаг назад парламентаризма. Вот. Если мы будем такие примеры брать, мы их найдем. Но есть лучшие примеры. Да, спасибо. Партия Сахара. Да, слово. Что касается квотирования, ну, я, например, если даже квотировать, я не вижу здесь преступления. Но я надеюсь, если будет смешанная или прямо пропорциональная система, туда попадут и все нации в партию. В этом случае, да, тогда ущемления не будет. И можно и квотировать тоже. Ничего страшного нет. Неужели найдутся такие партии, которые не заинтересованы в тех же армянских голосах, русских голосах и других? Логично. Там, скорее всего, будут брать в свои списки этих людей тоже. Да. Ну, важно, чтобы они попали в первую пятерку. Теперь по поводу возраста. Вы поймите, сейчас хорошо, вот на последних местных выборах
с 25 лет брали. А то раньше было с 18 лет человек второгодник, он может баллотироваться по закону в местные органы. Ну, в районное собрание, допустим, да, 18 лет, он второгодник, там не очень оставался, а по закону он мог баллотироваться, если в деревне у него фамилия нормальная, он мог бы быть теоретически, да? Так он не виноват в этом случае. Ну, он не виноват, да, родня виновата. Виноват, это да, общество. родня виновата. А с кого спрашивают? Он депутат уже... Вот они имеют тогда собрание. такого. Теперь 30 лет, очень даже оптимальный возраст. Пусть молодой парень. У нас обычно, когда молодым дорогу говорят, у нас это представляется, как будто это заслуга молодого человека, что он молодой. Он просто позже кого-то родился, это же не заслуга. Вот молодость пусть он использует для того, чтобы обогатиться опытом, и потом придет в 30 лет в парламент, пусть принимает законы. А он в жизни не видел и сразу этот законы печатать, да, штамповать. Не сможет он. Он может под влиянием чем-то будет. А так он сам, как может в 25 лет человек законы какие-то излопить собой. Поэтому 30 лет это очень оптимальный возраст. И про остальное я сказал. Ничего здесь такого нету. По поводу квотирования, если эту систему оставить, можно квотировать, если на пропорциональную перейти, хотят голоса армян тех же, хотят голоса русскоязычных, пусть в свой состав, в свой список, в свои списки берут этих людей. Это сама жизнь сложит. Ну, по квотированию я выскажу свое мнение. У меня немножко другое представление. Вы имеете в виду национальных общин? Да. Как известно, Абхазия многонациональная страна, и мы все ее граждане. Если мы по принципу национальной принадлежности будем квотировать, то есть типа занято тут место для общин, вот, это я считаю, ну, это мое мнение, неправильно, потому что... Это конец партийной системы. Да, это мы все граждане, пожалуйста, мы живем в самой демократической стране. Вообще абхазская демократия это самая, не знаю... Ну, хотя бы на уровне какого-то негласного соглашения, Тимур Левсевич, потому что сейчас мы стали фактами, когда в парламенте 5-го созыва... Негласное соглашение. Было же джентльменское соглашение во время Владислава Арзова. Раньше другое время было, тогда требовало время. Единственный выход, на самом деле, это по партийным спискам. Пропорциональная система. Она регулировать будет это. Партия, которая будет игнорировать другие нации, потеряет их голоса, и в следующий раз такие ошибки не Мы будут. все граждане страны. У вас в политсовете есть представители русскоязычного населения? Конечно, как же. Не один, не два, не три, там процентов 15. И армянского немало. Вот сказано было очень удачно, значит, Бесланом, излишняя детализация. Уже известна мудрость. И излишняя рационализация только усиливает путаницу. Действительно, надо оставить это сектору общественному. Потом насчет пропорциональной системы. Мы же сколько слышали на протяжении, после окончания выборов, когда у нас новый глава государства появился, коалиционное правительство. И нарастал этот бал, понимаете, такого требования фактически. Слушайте, ну это не конституированный институт сегодня, как говорится. А если мы пойдем по пути пропорциональной системы и, значит, дадим дорогу партиям, развитию партийному строительству, то это будет шаг будет к этому, понимаете. И тогда можно и коалиционное, если это нужно будет, понимаете. Кстати, предлагает президент в своих поправках исключить голосование в специализированных учреждениях, в воинских частях, больницах. Уже нельзя будут открывать избирательные участки. Что вы думаете по этому поводу? Только гражданские участки. Правильно делают. Это демократично. Все за. Пусть идут по прописке. С точки зрения демократии, как Я бы хотел бы вот по поводу, когда мы говорим о партийной системе, какую лучше бы взять и так далее, мы должны всегда обращать внимание на социальную среду. Ведь пока не будет налогоплательщика, собственника, у него не будет интереса ни в реформаторстве в чем-то, ни в каком-то консервативном чего-то подходе. Вот дело вот в чем. Социальная среда не структурирована. У нас нет социальной почвы для партийной системы. Потому что любая партийная система, она основывается на интересах. Либо он собственник, либо он не собственник. У нас 9 партий. Я хочу вот это сказать. У нас самое политизированное общество было
десятилетиями. Было и остается, Вы по-моему. забыли, Сейчас какие вот такое. массовые акции. Да в советское время ни одного народа не было, который поднимал бы массовые акции с политическими лозунгами. Политизация с партийной системой, может может быть, быть, ничего они общего сегодня- не имеет. Как это не Партийная система, она рационализирует какую-то массу, политосферу. И если мы говорим о массовом политизации, как раз тогда вам партии не нужны. Партии нужны, когда они артикулируют интересы отдельных слоев общества. У нас, получается, нет социальной базы пока. Его надо создавать, да. Вот мы, наша партия в данном случае выступает за средний класс, за создание класса собственника. Вот у нас есть своя ниша. Другие партии, вот я хочу вас призвать к этому. К чему? Чтобы вы сказали, кто вы, реформаторы, либо консерваторы. Вот обязательно, каждый из вас должен сказать. И тогда вы найдете ваших, вот тогда актуализируется, да. А мы не знаем. Любое общество органически нуждается либо в изменении, либо в определенном этапе. Не надо пока меняться, мы пока не дошли, все, что существует, это хорошо. Вот органически два момента. По-моему, таких мнений здесь не прозвучало. Все считают, что нужны какие-то преобразования в стране. Да, есть преобразование, да, люди хотят изменений, перемен, и партия выражает эту миссию. А есть, когда все, уже устали мы от перемен, тогда другая партия возникает. Вот и все, две платформы в обществе. Для партийной системы достаточно двух векторов. Давайте отдельную тему сделаем, и мы вам скажем, Да, какие у нас взгляды на реформы. Да. Тенгиз, хочу перейти к вам. Президент предлагает установить запрет на финансирование избирательной кампании депутатов, кандидатов в депутаты для иностранных организаций, агентов и так далее. Что думаете по этому поводу? Ну, это хорошая идея. Это давно надо было Так сделать. это есть в законе. Нет, предлагается нововведение. Есть Ограничить участие иностранного капитала в финансировании предвыборных В штабов. законе еще в старом при Арзене был принят закон, там это есть. Закон принят же. Принят, давно. но усиливается эта ответственность. Там есть, это в законе о политических партиях есть это. Да. Такие запреты. А сейчас закон о выборах еще О выборах предлагается. депутатов. Конкретизировать. Если даже не попала бы на норму в этот закон, все равно бы она действовала. Закон о политических партиях. Яков Васильевич, Тенгизу был адресован вопрос. Однозначно это необходимо. Единственная проблема, которая, на мой взгляд, существует, кто это будет контролировать. Вот. Да. То, что нам необходимо создавать абсолютно независимую национальную партийную систему. Центральная избирательная комиссия Это по действующему однозначно. законодательству. Нам необходимо минимизировать влияние внешних факторов, это тоже однозначно. Но просто у меня возникает Кстати, хочу вопрос, проинформировать один из пунктов, Тенгиз, извините. Превышение кандидатом в депутаты при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5% установленного законом предельного размера средств избирательного фонда. Центральная избирательная комиссия по заявлению может отозвать, снять с гонки данного кандидата на 5%. Кстати, 60 тысяч был избирательный фонд, увеличен в 10 раз, составляет 600. Ну, если примут коллеги. Вот здесь депутаты. вот в ЦИК, чтобы вводились, вот как на последних президентских выборах, люди от кандидатов, от партий, выдвигающих своих кандидатов в ЦИК, с правом совещательного голоса в ЦИК можно включить, чтобы там будировали это. ЦИК так и формируется? Нет, ЦИК сейчас не так. ЦИК от парламента и от президентской квоты. А это в дополнение к этим 15 еще людей от партий, которые выдвигают свои кажется, это кандидатуры, очень разумное предложение. чтобы там присутствовали с правом совещательного голоса. Интересная вещь. Но это опять же, когда будет пропорциональная система, потому что сейчас... Если вводить сейчас пропорциональную Как систему... формируется, Сергей Миронович, общественная палата? Общественные организации, партии предлагают своих кандидатов. Если даже сейчас оставлять нормы, которые есть, партии же будут, им же разрешается выдвигать даже 1/3. По старому закону. Конечно, 11, да, Вот кандидатов. эти партии, которые выдвигают своих людей, чтобы их люди присутствовали в составе ЦИКе, Центральной избирательной чтобы они могли поднимать этот вопрос. А то сам ЦИК может те, которые инициировать. самодвиженцы, которых будет Но большинство. про них я не знаю. Пусть тогда идут к этим... Вернемся чтобы к Тенгизу. поднимать этот вопрос. Вы не закончили. Ну, я единственное, что вижу проблему с контролем. Я не представляю, как это будет контролироваться. К тому же мы должны понимать, что предстоящие парламентские выборы, скорее всего, там будет колоссальное количество участников. Вряд ли государственные органы, у государственных органов будет возможность контролировать процесс финансирования. Я не думаю, что в тот бюджет, который там указан, 600 тысяч рублей, там
будут укладываться. Это не та сумма, которая можно провести предвыборную кампанию, теперь, тем более вот в современных условиях. Мне кажется, надо было бы, если вносить поправки, делать цифры хотя бы более адекватными, чтобы соответствовали реальной ситуации, которая существует. Ну какие это суммы могут фигурировать? 600 тоже не сумма на самом Да. деле. Рубль так обесценил, что 600 тоже. Сергей Иванович, ваша точка Я зрения. хочу сказать, что даже в странах с устоявшейся демократией постоянно возникают эти вопросы о том, что превышены были, откуда там из Ирана получили деньги, или там Иран-Гейс, или там что, или Ливия, чего. Каддафи. Да, сегодня там бюджет депутатов, кандидатов в президенты США до миллиарда доходит долларов. Ну, конечно, то, что увеличили с 60, ну, это самообман был вообще. До 600 это уже прогресс. Ну, тут правильно было сказано. И в эту сумму уложиться очень сложно будет на выборах парламентских. Я думаю, что надо будет нам в парламенте подумать над тем, какая может быть реальная все-таки цифра. Кстати, Левон, в у том меня есть- проекте, Левон. который говорит о пропорциональной системе, там не заложена мысль о том, что до избирательной кампании партии будут выдаваться. Мы же знаем, что все партии разные. Одних есть источники свои, как говорится, ну, сейчас все знают. А есть, которых нет этих источников. Как быть? Хотя бы приблизительно равные, стартовые что-нибудь. А то, значит, после того, как партия прорвется в парламент, тогда и будет, вот, тогда и не так нужны. Деньги всегда нужны всем. И партиям нужны. Но они тогда не так нужны будут, а нужны до того. Период кампании избирательной. понимаете? Партия Абсны. Допустим, этой цифре. Но хотел бы все-таки вернуть многих к тому, как оно звучит вот сейчас по ныне действующему законодательству о выборах. Ведь речь не идет о конкретной цифре, речь идет применительно к минимальному размеру оплаты труда. Там речь идет о 100 минимальных. Так же, да? Нет, вот если сейчас, на 60 рублей, то не 100. Тысячу, я извиняюсь, да, 1000, поэтому у нас 60 тысяч выходило. Да. Вы понимаете, у нас беда не только в цифрах, а у нас беда в самом этом МРОТе. И вот до сих пор, вот это вопрос, опять же, депутатам парламента. 60 рублей МРОТ, это весь мир над этим только ахай-тохай, такое не может быть нигде. Но только у нас есть. Если бы у нас МРОТ был бы достаточно высоким, бы, реальным бы, с точки зрения наших доходов, тогда мы бы не меняли бы эту норму. И все-таки применительно к МРОТ это правильно все-таки делать, а не так устанавливать цифру. Понимаете? Потому что наши все платежи, пошлины, штрафы, они все исчисляются из какой-то базы. А база это МРОТ. Ее надо увеличивать. Увеличено было бы МРОТ, у нас бы, например, МРОТ был бы хотя бы 1000 рублей, мы бы не меняли бы это законодательство, у нас бы 1 000 000 рублей уже можно было в фонде иметь. Можно было. Но то, что хотя увеличился этот размер, это тоже плюс, потому что это действительно 60 тысяч, это никуда. Вообще, хотя бы здесь какие-то мысли есть. Но это предложение президента, есть депутаты парламента, если они посчитают нужным, что нужно увеличивать, а может посчитают нужным МРОТ увеличить, вообще было бы интересно для всего общества. Кстати, уважаемые друзья, я знаю, что в парламенте витает такая идея, чтобы изменить саму процедуру голосования. Ведь сейчас, насколько нам известно, избирателю, придя на избирательный участок, дается бюллетень, и он должен по действующему законодательству вычеркнуть ненужных кандидатов, оставить нужных. Предлагается ввести банально галочку, чтобы не было никаких коллизий, потому что у нас при подсчете возникают сложности с этим. И у нас десятки, сотни испорченных бюллетеней, потому что зачеркнул не там, оставил ту, или зачеркнул наоборот нужную фамилию и так далее. Сделать более-менее... Это же просто сделать. Зачем мы голосуем всегда против кого-то? Против кого-то. Если голосовать за кого-то, поменять вот эту систему, да, вот за против, и будет всем легко. Это правильно. И потом чисто по-абхазски тоже вычеркивают. Галочку. Ну, понимаешь, да? Я не могу прийти шамбу вычеркнуть. И мне шамбу не хочется. Ивана Урбевича вы имеете? Я лучше галочку поставил. Тея, вам слово. Уважаемые друзья, мы работаем в прямом эфире час 10. Самое время подводить небольшие итоги. Мы должны перейти к третьей части, то есть к вопросам от наших зрителей в студии. И поэтому, Тея, вы, наверное, будете у нас заключительная. Ну, что я хотела сказать по поводу вот эти точечные такие замечания, они, конечно, очень меткие сделаны, но это все похоже немножко на инструкцию для парламента, чтобы они начали наконец-то думать, потому что все-таки
у нас выборы, да, на носу через несколько месяцев. Ну, фраза «наконец-то начать думать», мне кажется... Ну, потому это что вот... слишком долго это все длится, потому что сколько им предложений приходило, а все как-то метко, Кстати, все все предложения имитирует. обсуждались в стенах парламента. Вот последнее, оно поступило буквально вчера. Я думаю, Ливону что... как не нравится, когда критикуют. Нет, кстати, в данном проекте я выступаю в роли журналиста, ведущего, коллега-депутата Сергей Миронович, Тимур Лесикович. Я по поводу средств, которые может использовать кандидат в парламент. Ну, 60 тысяч, конечно, смешная сумма. Вот, 600 это на самом деле более чем. Потому как я не понимаю, почему кандидат, для чего кандидату миллионы рублей в избирательной своей кампании. Вот, мы тоже избирались, но о таких суммах вообще и не мечтали, и не думали. Поэтому я считаю, что 600 тысяч это более чем достаточно. Или же возникает вопрос, для чего миллионы кандидатов на выборах? Спасибо. Если можно проконтролировать, пожалуйста, я на 600 согласен. Вот насчет суммы денег, что вы говорите. Один трансформатор сколько стоит? Во время выборов я знаю в одном человек, который баллотировался, 3 трансформатора поставил. Но это вообще... Это уже коррупционная составляющая, о чем вы говорите. Вот, кстати говоря... Как может кандидат покупать трансформаторы? Трансформатор кандидат, на мой взгляд, в парламент не может покупать. И дороги делать. Трансформаторы ставить Черноморэнерго у нас. Можно я тебе скажу? А если на самом деле это делалось? Речь идет о подкупе. Это подкуп Это подкуп избирателей. Вы о другом Сергей Миронович имеет проверять. Лев Мурбеевич, реплика Сергея Мироновича. Вот это реальность, которая есть на самом деле. Дорогу сделайте, гравий подсыпьте, это сделайте и так далее. Вот как с этим бороться? Давайте об этом говорить. Если норма, которая записана в проект закона о том, что это рассматривается будет как подкуп избирателей, может быть, даже это как-то более усилить, эту формулировку. И как итог снятия с гонки? Потому что на самом деле смешно стало. Без этого никакие выборы не проходят. Слушайте, люди выборы ждут. Давайте подытожим, да. И хотел бы начать с партии Апсны. Гиви Георгиевичу. Состоялась дискуссия. 1:15 работаем в прямом эфире. Несколько слов подытоживая. Все-таки с каким настроением наше общество идет на выборы в марте месяце. Вот. Кстати, еще дата и месяц не определены, но мы предполагаем, что это будет в марте. И вообще, что вы думаете по тому, что мы сегодня говорили? Ну, для начала скажу так. Все-таки мы партия молодая. Самая молодая из всех присутствующих. И, в принципе, конечно же, в народе есть такая мысль, что все-таки потрясения надоели. Вот всякого рода потрясения. А вот даже то, что мы не можем общаться, вот как сегодня мы общались, да, это тоже все-таки приводит к определенным потрясениям. Наши лозунги такие: нужно обо всем договариваться, все можно решать за столом переговоров. И, в принципе, вот то, что мы первый шаг сегодня вот такой мы показали обществу, молодым телезрителям, что мы можем все-таки говорить о разных вопросах. И если даже у нас с точки зрения разные, мы все равно с точки зрения политкорректности можем себя вести на уровне. Я желаю всем политическим партиям, чтобы наши встречи проходили вот с таким же энтузиазмом, с такой же нашей культурой. И я здесь согласен с Сергеем Мироновичем, с другими, в том плане, что мы достаточно имеем опыта в политической нашей, так сказать, в политическом развитии, и мы готовы к тому, чтобы политические организации могли взять на себя ответственность за будущее страны путем формирования органов власти. Я извиняюсь, вот я добавлю. Сергей Шамба, партия «Единая». Мы настолько имеем большой политический опыт, что предложили вообще такую модель, которая в мире вообще вызвала удивление, когда, помните, 2 кандидата, которые шли в президенты, договариваются о том, чтобы совместно идти на следующие выборы. Но я бы хотел сказать, что, значит, по поводу завершения. Да, ну, эта площадка очень важная, конечно, но я не думаю, что это площадка, где мы можем о чем-то договариваться. Это площадка, где мы можем высказывать свое мнение по отдельным позициям. Нужны еще площадки, где мы бы сидели сутками, днями, месяцами, может, годами по каким-то вопросам, но договаривались. Об одной из них вы сказали, Единая Абхазия инициирует такую площадку. Мы делаем такую площадку, да, посмотрим, как это будет выглядеть. Приглашаем всех вас туда.
на днях она уже у нас откроется. Мы помещение имеем. И А другая площадка, другая? Другие тоже будут. Вячеслав Кукоскир, Амцахара. Ну, я считаю, что сегодняшний разговор тоже полезен для того, чтобы депутаты подумали, прежде чем вносить поправки, учтут наши здесь замечания. Это одно. Второе, вот в дальнейшем вы регулярными эти передачи замечаете. Да, еженедельным, это очень хорошо. Просто чтобы конкретно на какую-то тему, чтобы эти партии тоже знали, да, подготовились. Безусловно, конечно. Об этом заранее мы будем сообщать. Самый больше два вопроса. Больше, когда в кучу все вмешаете, ничего не... Именно поэтому мы сегодня говорили исключительно об избирательном законодательстве. Вон другая площадка, которая была инициирована тем же президентом и ПКС называлась. Политический консультативный. Значит, есть этот совет, и его нет. Причина. Ведь это же тоже площадка, как вы сами сказали, где можно было глаза в глаза посмотреть, поговорить. И не просто обменяться мнением или высказать, как здесь, на этой интересной площадке, но, как сказано в положении об этом совете, выработать рекомендации. Понимаете, это же звучит, это уже какой-то акт, понимаете. Ну, я так понимаю, что все политические организации получили приглашение. Уже саботаж. Мы, так сказать, скромно скажем, так мягче, чтобы саботировали это дело. Почему, слушайте? Посмотри, что из этого получилось бы. Это же шанс был, шанс. Это площадка конкретная, понимаете. Вот вопрос. Наверное, это наряду с тем, который вы собираетесь, Сергей Миронович, создать площадку. Первое надо заседание все-таки прошло, вернуться Сергей к этому уже. И оживить это дело, чтобы оно работало, эта площадка интересная. Тем более рядом с президентом, где ты можешь высказывать мнение, вы можете высказывать. Поспорили, поговорили, к чему-то пришли все равно, к чему-то. Яков Васильевич, а кто вам мешает собираться и говорить, говорю. Ведь как был это случай в грузинской политике. Это, говорю, делегация не имеет никакого мнения. Но это тоже мнение, понимаете? Яков Васильевич, вот ваше выступление сейчас мы можем воспринимать как завершающее слово? Или вы еще хотите что-то сказать? Я много чего. Нет, именно завершающее, потому что мы подытоживаем. Ну, видите, вы не реагируете. Я говорю, политический консультативный совет был создан указом президента. Почему он не работает? Кто мешает? Кто? Не в президенте, не лично у вас. Нет, кто мешает? Работает? Как это? Вы не пришли? Если ты сегодня не пришел, это бы мы бы работали. Яков Васильевич. Лев Нурбеевич, пожалуйста, вам. Это же площадка. Яков Васильевич, я хочу поблагодарить вас всех за присутствие и поблагодарить организаторов этой встречи. Спасибо. Большая творческая группа работает сегодня в прямом эфире. Мы должны встречаться. Мы не должны, никто, никакая партия не имеет права переходить черту. Потому что мы ценой жизни получили эту свободу и признание. Вот номер один. Поставьте во главу это, остальное будем договариваться, будем спорить. Почему? Я, например, не считаю, что вот ихняя партия или другая партия, то, что они сказали, и это все. Я считаю, что то, что я сказал, правильно. Каждый из нас так считает. Давайте будем встречаться, договариваться спокойно. И вещи называть своими именами. А не показывать свою религиозность, здесь вот это все, и уходить от разговора. Говорите то, что на самом деле сегодня есть, то, что нас беспокоит. Очень даже поправки, они, я считаю, что еще можно ужесточить. Конечно, нам неприятно. Мы хотим иметь хороший парламент. Мы хотим на них равняться. Мы-то уже куда мне равняться, но я хочу, чтобы мои дети, внук мой равнялся на этот парламент. И для этого нам нужны жесткие законы, чтобы в парламент пришли те люди, которые будут болеть за Родину, за свое будущее, и которые будут соображать, что они, какой закон они создают и пишут. Отчет давали бы себе. Беслан. Да, я хотел вот что сказать. Значит, этот проект, который мы сейчас обсуждаем, он скромную лепту вносит в укрепление партийной системы, но вносит. Конечно же, нужно на этом не останавливаться, идти по пути смешанной системы, пока, я так полагаю, промежуточного варианта, и в конечном итоге до пропорциональной системы мы доживем, я думаю. Но это было бы, конечно, хорошо, это идеал, это укрепление парламента. Я хочу сказать вот о чем. Здесь мы все должны подумать о чем, и мы уже призадумывались, наверное, на том, что ведь партийная система, избирательный закон, он ведь укрепляет вес парламента.
Если мы будем иметь слабый парламент, одно время, кстати, в России опросы Центра Левада проводилось, и они оценивали, 17% только оценивали уровень доверия в Госдуме. Да, я думаю, что мы не должны до этого никогда доходить, до таких цифр. Мы должны иметь крепкий парламент. Вы понимаете, о чем речь идет? Это и есть качество власти в целом всего. Конечно. И поэтому вот цель всех этих поправок и цель партийной системы – это совершенствование власти. И мы об этом не должны никогда забывать. Но старт дан, вот я считаю, это момент положительный, его нельзя не заметить, где укрепляется партийная роль вот в этих округах. Я думаю, это надо положительно отметить. Но не останавливаться на этом. Кстати, есть еще несколько пунктов, мы об этом поговорили вскользь. Да. Более детально вы обсудите уже на заседаниях своих политсоветов. Тенгиз, пожалуйста. Партия Айнар. Ну, вообще, любой политический процесс, конечно, это борьба. Это мы здесь сидим, обсуждаем, но каждый из нас, каждая политическая партия борется за власть. Это однозначно. Иначе зачем нам заниматься политикой? Проблема в том, что иногда, порой, политическая борьба превращается в политический конфликт. У нас, к сожалению, в 2003 году мы перешли вот этот Рубикон, у нас возник политический конфликт между двумя основными политическими силами. Третий или четвертый? Третий и четвертый год. Да. Ну, третьим он уже зарождался. Этот конфликт возник, он высосал фактически этот конфликт все соки из государственной системы нашей страны. Мы в 2014 году наблюдали некий социальный протест, в том числе протест народа, который устал от этого политического конфликта. Просто устал. У нас почему происходит политический конфликт? У нас политику мы ведем с позиции вот, в жестком стиле, где это, как знаете, игра с нулевой суммой. Кто победил, тот забирает все. Это создает огромные трудности, огромные проблемы внутри страны, когда одна сторона приходит к власти, какая-то часть нашего населения остается за бортом, она лишается работы, лишается каких-то там социальных благ там, и так далее. Возникает вот этот постоянный конфликт внутри общества. В 2014 году общество желало остановить этот процесс политической борьбы, вот именно вот этого политического конфликта. Если, к сожалению, это пока не произошло, новая власть опять продолжает этот политический конфликт. Тот же метод, который уже, жизненный цикл этого метода уже исчерпан, но никто этого не понимает. Народ устал от этого. Нам очень важно переформатировать наши отношения. Нам нужен прагматичный, конструктивный подход. Наши проблемы внутри нашей страны мы не сможем решить, ни одна партия, ни одна политическая сила не в состоянии, не обладать таким интеллектуальным, кадровым потенциалом, чтобы решить эти проблемы. Нам нужно решать проблемы сообща. И чем чаще мы будем собираться, чем чаще будем обсуждать проблемы, тем проще будет нам в будущем. То есть это то единство, о котором очень много Это говорят. необходимое, важное условие. И хорошо, что эта площадка появилась. Я вначале сказал, что несколько поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. Можно я отвечу? Беслан, я секунду, одно просто предложение. Да, вот насчет того, что получается, вот власть кто берет, ему все, остальным чего. Да. Это я причину можно озвучу. По крайней мере, если мы не разорвем вот эту связку власть и собственность, у нас все время будет такая ситуация. Я думаю, вот об этом нужно серьезно подумать. Спасибо. Оторвать власть от собственности. Именно это успех залог. Мы это обсудим обязательно в рамках предыдущих наших встреч. Тенгиз, пожалуйста. Закончили? Да. Будущих встреч. Будущих, да. Тея. Если депутаты парламента сегодня видели этот эфир, то они, наверное, и заметили, что различные партии согласны друг с другом во многих вопросах, да, по этому посланию. Это хорошо, я надеюсь, они прислушаются к этому. А вашей передаче желаю удачи, и чтобы все чаще собирались и обсуждали. В итоге сегодня получилось все интересно. 10% парламента здесь присутствует. Да? Кстати, в парламенте представлены представители разных политических сил, весь спектр, так что все эти мнения, которые были высказаны... Что такое согласие будет в этом вопросе? Мне казалось, что тут такое бурление будет, а тут у нас Ну, по некоторым вопросам это бурление действительно имело место, но по ключевым коллеги партийцы согласились. Ну, это первый скромный мнением. По очевидным вещам зачем бурю устраивать? Вот именно. В стакане. Тимур Лёсикович. Да, я, Иван, как обычно, коротко постараюсь. Вот, я
с большим уважением, но вот эту фразу я чуть не понял, когда вы сказали, или мне послышалось, что руководство страны продолжает конфликтовать. С этим я не могу согласиться. Нет, наоборот, я бы сказал, что руководитель нашего государства, да, президент Рауль Джинкович Хаджимба, неоднократно предлагал создавать такие площадки и показывал свою готовность к диалогу со всеми политическими партиями. Это он объявлял неоднократно. Поэтому я не думаю, что власть идет на конфликт намеренно. Наоборот, намеренно идет на диалог. А другое дело, что политические партии или же общественные организации уклоняются, да. Но эта площадка всем устраивает, и дай бог, чтобы она имела продолжение, и чтобы был эффект какой-то. Левон, секунду, как реплика. Ну, президент много чего говорит, много чего обещает, во многих вещах нас уверяет, заверяет, но дело в дальнейшем, помимо разговоров. По поводу уклонения. Ну, допустим, Амт Сахара уклонилась. Вы собираетесь, обсуждаете, увидим, что это полезно. Ну, мы попросимся. Вы тоже были попросимся. Там. Вы начните разговаривать и увидим, что это... Кстати, разговор вроде бы начался. Первое заседание политической консультативной пригласи его домой. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем второй блок нашего прямого эфира. Сейчас переходим к интерактиву, к нашим зрителям, которые находятся в студии Абхазского телевидения. Яков Васильевич, обязательно она прозвучит. Сейчас коллеги, которые здесь... Хотя бы одна фраза. Вот давайте, видите, как это... Не показывают Якуба Лакоба, Народную партию. Я прошу говорю, режиссера полторы секунды показать. Не показывают категорически. Сейчас покажут, Яков Ну Васильевич. как покажут, смотрите, не показывают. Вы понимаете, сказано, нашим коллегам сказано, те же методы при Анхвабе, и сегодня те же методы, оказывается. У Яшима сейчас лучше. Это явный перебор, явный перекос. Это позиция Якуба Васильевича, представителя политической партии. Это выбросили, значит, ничего подобного. Были высказаны в сознание общественного вот такое мнение. На чем оно основано? На чем? Вот давайте посвятите этой теме. Обязательно посвятим. И посмотрим. Дискуссию вызвала реплика Тенгиза. При прежнем президенте, бежавшем от народа, значит, сбежавшим фактически. И сегодня те же методы. Сказал свое мнение, человек сказал свое мнение. Прозвучала позиция. Ты пришел сюда Была позиция. Итак, переходим к вопросам от наших зрителей в студии. По порядку, кто изъявит желание, пожалуйста, озвучивайте. И называйте адресат, кому вы хотите адресовать свой вопрос. У меня будет вопрос... Будьте добры, представьте, чтобы и зрители наши знали, Аляс кто Бранзе, задает юрист. Аляс Бранзе, юрист. Да, юрист. У меня будет один вопрос. Первый. Самый главный, кстати говоря, для меня лично. Внесение изменений в закон о выборах. Если мы проследим историю внесения изменений. Данный закон был принят в 2004 году. В него вносились изменения в 2007, 2009, 2014. То есть под каждые выборы у нас изменяется закон. Вопрос, насколько верно под выборы изменять закон? Непосредственно перед самими выборами мы начинаем менять закон. Неправильно ли было бы после выборов уже, придя в парламент, новый парламент, чтобы начинал с того, что он изменяет избирательное законодательство, а не к самим выборам начинает это делать? Это спасибо. Вопрос ясен. Давайте по порядку. Гиви. Да, пожалуйста. Ну, здесь уже сегодня даже в разговорах говорили, что мы многое делаем поздно. То, что даже хотя бы перед выборами у нас такие вопросы становятся, и они уже стали вот-вот поперек, это тоже плюс, друзья. Но вы говорите по тому, что у нас каждый раз изменения. Вы знаете, в этом и плюс же тоже огромный. Да. Мы столько изменений внесли, просто я свидетель этому всему и участник. Мы каждый раз в избирательном законодательстве мы вносили много всяких дополнений, что оно сегодня, я скажу, одно из передовых избирательных законодательств, чтобы это было понятно. Многие страны, читая наше законодательство, страны удивляются, что у нас много интересных
постулатов там есть много. Спасибо, есть. Георгий Георгиевич. Кто еще хотел бы добавить? Ну, я по поводу Ляса, он юрист ЦИКа. Ты же в курсе, ну, до недавнего времени, во всяком случае, был, мы после каждых выборов свои предложения в парламент вносили, исходя из того, что жизнь показала на данных выборах. Спасибо, Сергей Миронович. Ну, надо сказать, что мы вообще по всем вопросам движемся мелкими шагами, в том числе и в этом вопросе. Моя точка зрения, я в принципе с этим вообще не согласен. Я за то, чтобы делать решительные рывки. И что касается конкретного сегодняшнего вопроса, я сказал, я уже лет 15 говорю о том, что нужно сделать вот это выборы по пропорциональной системе. А мы к нему идем мелкими шагами, но придем, как все здесь согласились. Тимур? Улиткой придется. Я не могу сказать в этой ситуации, что лучше поздно, чем никогда. Мы идем закон принимается по мере необходимости, и проблемы тоже решаются по мере поступления. Ляс задал очень хороший вопрос, конечно, но я думаю, что мы каждый раз, мы совершенствуем законодательство, это очень здорово. То есть то, что было вчера, сегодня уже другие подходы, поэтому пользоваться старыми законами как бы на сегодняшний день нельзя. Нужно идти вперед и совершенствовать законы. Спасибо. Вы хотите добавить что-нибудь? Честно говоря, конечно, он прав. Это не совсем правильно перед выборами начинать изменять законодательство. Ну, наверное, мы не умеем сани летом готовить. Так уж получилось. И, как вот Тимур правильно сказал, по мере поступления проблем пытаемся их решить. Как-то это не совсем этично. Возможно, люди в течение, допустим, политическая партия, она может готовиться по одному законодательству в течение по одним правилам игры. Да, по одним правилам игры. И тут неожиданно перед ним за несколько месяцев до выборов меняются правила. Это тоже неправильно. Он прав. Но тем не менее, все согласились, что... Да, ну здесь в данном случае каких-то кардинальных изменений. Да, технический вопрос. Но желательно, конечно, чтобы вот эти вопросы в будущем не возникали, чтобы значительно за продолжительный срок, до выборов, чтобы вносились изменения. Чтобы, уважаемые коллеги, нас не обвиняли, что Якуб Васильевич мало был представлен сегодня в рамках прямого эфира. Якуб Васильевич, вам персонально слово. Ну, что я могу сказать? Конечно, лучше, если раньше, но хорошо, что сейчас вот это сделано, вы понимаете? А то уже как же получается? А если не сделано было бы вообще? Это же кстати, предстоит еще обсудить. Потом еще такой момент. Да. Мы говорим закон. Закон не возбраняет это, позволяет это. В чем дело? И потом еще 4 месяца с лишним, может даже почти 3 месяца до выборов. Это 150 дней, вы мне извините. Это не та норма, которая прямо вот с таким стрессом заставляет перестраиваться партию там, или еще кого-то, группы избирателей, значит, выдвигать там своих кандидатов и прочее. Другой вопрос, что финансирование, говорю, в разных ситуациях. У некоторых есть свои источники, дай Бог им здоровья. Но там есть иностранные источники по агентурным данным. Мы их не озвучим. Большие. Запрещено, Якуб Васильевич. Это будет караться. Да, вы понимаете? Но это же не дело, а другая партия. Вот об этом надо думать. Он меня имеет в виду. А если имел бы, я это не сказал бы. Агентурные данные. Пожалуйста, ты. Золото партии есть, ребята. Особо не имеет значения, до или после законы пишутся и принимаются. Главное, что они это делают, главное, чтобы они были эффективными. Спасибо, Беслан. Да, принципиальности я тоже не вижу, когда это случилось, тогда и случилось, ничего случайного ведь не бывает в жизни. Вот. Я вот просто на данном этапе хотел бы, чтобы вот как вот этот проект есть, мне кажется, что он удачно написан, чтобы еще не навредили просто. Могут там сейчас добавить еще того, что она не выдержит того состояния, которое она сейчас достигла. Лучшего она не станет. Ну, конечно, мы хотели бы иметь, да, власть могла бы предложить более серьезные моменты, когда совершенствовалась партийная система. Это хотя бы смешанную систему надо было сейчас уже принимать. Если бы просто исключили, что могут эти группы собирать подписи, а только партии могут, и все в этом законе. Хотя кстати, да. Но сейчас особых изменений я не вижу. Группы избирателей могут. Тогда остается... Особых изменений я не вижу, а то, что сегодня какие поправки вносит президент,
это на самом деле вынужденная мера. Согласитесь? Еще раз повторяю я. Мы хотим иметь парламент, чтобы все равнялись на нем. Мы хотим... Слушайте, они законы будут писать, по их законам наш народ будет жить. Там должны лучшие из лучших. Кстати, я хочу у вас спросить, 10 декабря у нас первые выборы пойдут в парламент, до выборы. 9 лидеров партий находятся здесь. Вы будете участвовать в них? Мы уже начали, мы создали... То есть вы выдвигаете, Сергей Миронович? Да, мы взяли уже подписные листы, занимаемся... Так, Вячеслав Амсахара готовится к выборам по новому району? Бесплатно. Тимур Левсикович, ФНЯ. Слушай, кстати, оба этих округа были за кандидатами, победившими от ФНЯ. И Аслан Алексеевич Кубахи, и Даур Джумкович Аршба. Яков Васильевич, минуточку. Ну, я думаю, готовиться к выборам 2017 года по положению, по закону, Имеется в виду большим выборам. По всем известным параметрам. Ну, можно начинать, но я думаю, торопиться тоже не стоит. Есть еще время. Да. Тенгиз, вы будете участвовать? Айнар выдвигает своих кандидатов 10-го? Ну, Айнар намерен в ближайшее время провести съезд, и на съезде будем решать, будем мы выдвигать кандидатов на эти выборы или нет. Яков Васильевич, отсутствие источника финансирования, я так понимаю... На выборах точно не будем. Потом какой резон здесь, понимаете? Да еще в таком парламенте. Чтобы участвовать в выборах, в первую очередь деньги нужны. А нужно, чтобы у вас достаточное количество членов партии было. Вот мы сегодня позвали, молодые люди пришли, мы им раздали листы, они пошли собирать подписи. Какие деньги? Позиция эры по выборам 10 декабря, по довыборам в парламент. 2 мандата остались вакантными. Нет, никого не выдвигаем. Ну, Беслан? я вообще вопрос так не понимаю. Мы обязаны вообще-то все, раз партии. Ну, вы определились уже с претендентами? Ну, да. Да? Лев Нурбеевич? Да, безусловно, мы в выборах будем участвовать. Ну, Якуб правильно сказал. Источники. Все. Георгий Георгиевич, обсна. Все в финансах. Вот именно. Друзья, казалось бы, да, что там останется до новых выборов? Там 2 месяца или 3 месяца? 3. А вот если бы была бы у нас система избирательная партийная, то партия просто бы место было партийным, и просто замена была бы. Мы бы не тратили денег на эти выборы, постоянные довыборы. Но это как бы у нас его нет, а вопрос такой. Конечно, политическая партия, она, вот как Тенгиз говорил, мы все идем к власти, стремимся, правильно же? Мы идем, боремся за власть и так. Поэтому мы участие в этом тоже примем. Спасибо большое. У нас буквально несколько минут в прямом эфире. Еще раз один вопрос, только лишь на один успеем. Аляс, если можно, ты свой оставь до следующего эфира. Перейдем к другим участникам. Пожалуйста. То есть мы все начнем Да. Ну, хотелось бы точку зрения узнать. Тема была интересная, правила игры меняются. Пожалуйста, может кто-то. Да, представьтесь, пожалуйста. Лагвилава Гоча, юрист. Вот сейчас вот речь шла о довыборах на новом районе. Я просто так кратко, да, вот я сам недавно весной был кандидатом в местное самоуправление в этих районах. Вот. И знаете как, вот об уровне доверия к институту законодательной власти. Все, что делается, это должно делаться во благо, во имя чего-то, правильно? Эти изменения могут быть приняты или не приняты, не имеет значения. Вот насколько вот эти изменения повлияют на качество жизни людей в будущем. Вот тут говорилось, что нету межпартийной культуры, межпартийной общения, там, контролировать исполнительную власть. Тем, кто нас смотрит, знаете, вот этот партийный между собойчик им не интересен. Им интересен то, о чем Гиви ты говорил, МРОД. То есть в будущем, насколько это повысит качество и уровень жизни нашего обездоленного населения, которое думает там, что в субботу понести, записать на свадьбу и так далее. Тому-то. Наше проблемное общество. Если этого не будет, стоит ли вообще это начинать, не лучше ли оставить все как есть. Потому что некоторые моменты там, они будут вести к расколу и так нашего расколотого общества. Вот и все. Вот вопрос конкретно вот присутствующим депутатам. Вы как думаете, изменят ли вот эти законы, принимаемые изменения, нашу жизнь к лучшему?
Вот контролировать власть вы будете, Сергей Миронович, да, вот бюджет, налоги, там, вот как это повлияет? Знаете, как сказал один умный человек, просто хочу повторить его слова, все это знают. Демократия не лучшая форма, но лучше ничего не придумано. Нету другого. Вот, ну хорошо, не будем этим заниматься, что анархию создавать будем, не можем анархию создавать. Я в чем могу согласиться, что, я уже повторяюсь, что мы медленно просто движемся. Движемся правильным путем. Правильным, но очень медленно. Вот я, еще раз повторяю, возвращаюсь к этому вопросу сегодняшнему. Когда я ставил вопрос о пропорциональной системе, это было больше 10 лет назад, гораздо больше. Все со мной соглашались, президенты. Но почему-то никто не хотел делать. Почему, вопрос задается? Почему сегодня вносится этот вопрос, когда в парламенте лежит принятый в первом чтении вопрос о пропорциональной смешанной системе? Почему? Да потому что нужен парламент, который будет беззубый, которым можно договариваться с каждым отдельным человеком, который за спиной партия не стоит. Вот для чего это делается. Ну, еще раз говорю, пока у нас не будет сильный независимый парламент, а мы к этому стремимся, и это тоже еще один шажок вперед, маленький, правда. У нас не будет контроля над исполнительной властью. И тогда вот это вот разрыв власти и бизнеса, о котором было здесь сказано, будет продолжаться бесконечно. И тогда деньги не будут попадать те, которые должны попадать налогоплательщикам, будут утекать совсем в другие стороны, что мы сегодня и имеем. Этого мы хотим. Спасибо, Сергей Миронович. Ну, мне кажется, что Абхазский парламент неоднократно показывал и демонстрировал свою принципиальность, Сергей Миронович. Это к вопросу о том, что беззубый парламент. Я хотел бы ответить на вопрос. Если позволите, да, у нас буквально исчерпано все. Коротко на вопрос. Коротко. О доверии, вот поконкретнее хочу ответить на этот вопрос. Я в своих выступлениях и публикациях всегда говорил о том, чтобы и за, и сегодня, и всегда, чтобы народный избранник, да, чтобы публично докладывал своим избирателям, своим гражданам о проделанной работе. У некоторых ошибочное мнение, когда, как обычно, на предвыборных встречах с избирателями обещают там, как вы сказали, трансформатор, устанавливать дороги, мосты. Люди почему-то охотно в это верят. Это не должно быть. Депутат парламента — это законодательный орган, как известно. Это не строительная какая-нибудь компания или же какая-то электросеть. Да. Поэтому, если вести диалог о доверии, то публично депутат парламента должен рассказать своим избирателям о проделанной работе, что он сделал, и сколько заявлений рассмотрел, и как помог стране вообще в целом. Вот и все. Спасибо большое. Сколько законов внес. Ставим точку. Это процесс. Да. Спасибо. Однако действиями здесь ничего не изменишь. Таким получился первый выпуск нашего собрания. Его участники представили свой взгляд на предложенные президентом поправки к закону о выборах депутатов. Прозвучали серьезные доводы в поддержку инициативы Рауля Хаджимба, было высказано ряд существенных замечаний. Словом, состоялся диалог, как и должно быть в цивилизованном обществе. В любом случае, выводы делать вам. Спектр мнений прозвучал. Хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей за то, что нашли возможность прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Спасибо вам большое. Вас, уважаемые телезрители, благодарю за внимание. Я, Левон Галустян, прощаюсь с вами. Всем доброй ночи. Абзерас. А мы вас. Я то крыло тоже.